Здравствуйте, ребята! Начинаем урок чтения. Тема нашего урока – Михаил Михайлович Пришвин «Дятел». Цель нашего урока – познакомить вас с творчеством Михаила Михайловича Пришвина и его произведением, развить речь и навык правильного чтения, воспитать в вас способность замечать красоту природы и бережное отношение к ней. Давайте откроем учебники, страницу 130. Сейчас мы с вами познакомимся с жизнью и творчеством Михаила Михайловича Пришвина. Все прекрасное на земле от солнца, и все хорошее от человека. Так говорил знаменитый русский писатель Михаил Михайлович Пришвин. Михаил Михайлович Пришвин или волшебник. Так называли писателя его читатели, потому что он понимал язык растений и животных. А родился маленький Миша 23 января в 1873 году в старинном русском городе Ельце. Отец мальчика умер очень рано, и мать Миши одна осталась воспитывать детей. А их в семье было 5. Жили они очень бедно, но, несмотря на это, его мать выстояла во всех невзгодах и была прекрасной хозяйкой. Детство свое Михаил Пришвин провел в деревне среди крестьян. Потом была учеба, служба и работа агрономом. А агроном – это человек, который много знает о том, как правильно выращивать деревья, чтобы они давали большой урожай. И вдруг писатель бросает все. Берет маленькую сумку, ружье и записную книжку и уходит пешком на север, чтобы узнать, как разговаривают звери и птицы, растения и животные. Пришвин ходил по белу свету, по лесным тропам и берегам рек и писал о том, что сам видел и пережил в природе. Так он стал писателем. И в своих книгах писал о жизни растений и животных. Он написал много книг, например, «Этажи леса», «Лисичкин хлеб», «Дятел». А вот об этом рассказе мы сегодня с вами, ребята, и послушаем. Дятел. Видел дятел. Летел короткий, хвостик ведь у него маленький, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка, и новую шишку некуда девать. И, горе какое, нечем сбросить старую, клюв-то занят. Тогда дятел совсем как человек бы сделал. Новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.